Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. 9 лет тюрьмы за нелегальную торговлю долларами. Власти Таджикистана пытаются обуздать черный рынок валюты. Ничего не получится, считают ушедшие в подполье менялы. Вот у меня дом заложен. Если я не смогу, придется лишиться от квартиры. Китайцы вслепую реконструируют главную ТЭЦ Бишкека. Проекта выяснилось нет и не было. Население, между тем, взбудоражено слухами о тысячах тонн радиоактивного угля на территории предприятия. Проекта, как я вам еще раз говорю, адаптированного и прошедшего экспертизу пока на руках у нас нет. Россия раскачивает внутриполитическую ситуацию в Германии, выводя в немецких городах на митинги против мигрантов бывших советских немцев. Германское правительство резко ответило на провокации. Нет никакой причины для того, чтобы использовать дело этой 13-летней девочки с целью спровоцировать внутригерманские дебаты. Фотографии 5-летнего афганского мальчика Муртазы в самодельной майке с номером Лионеля Месси взорвали интернет и попали во все выпуски мировых новостей. Не исключена встреча великого футболиста и его юного поклонника из Афганистана. В Таджикистане собираются ввести наказание за незаконные операции с иностранной валютой. Теперь участникам черного рынка может грозить до 9 лет тюрьмы. Поправки к уголовному законодательству предложил внести Нацбанк Республики. Наказывать за нелегальную продажу или покупку валюты планируют всех – и продавцов, и покупателей. Таким образом, власти хотят стабилизировать курс доллара, который, по их мнению, обваливают подпольные спекулянты. Но эксперты считают, что подобные меры только ухудшат ситуацию. И в первую очередь пострадает сфера торговли продуктами питания, основная часть которых закупается за валюту за рубежом. Напомним, что в декабре прошлого года в Таджикистане были закрыты все обменные пункты, и теперь иностранную валюту можно приобрести только в банках республики. У нас на связи наш корреспондент Анушервон Арипов. Анушервон, здравствуйте. Как реагируют в стране на новую инициативу Нацбанка? Здравствуйте, Динара. 9 лет тюремного заключения. Национальный банк Республики Таджикистан подготовил проект поправок в Уголовный кодекс страны, предусматривающий наказание для тех, кто занимается незаконным оборотом валют. По мнению чиновников, такие жесткие меры помогут прекратить спекуляции на рынке и удержать рост курса доллара. Однако сами валютчики, которые перешли на нелегальную работу с декабря прошлого года, после закрытия всех пунктов в стране и введения ограничений, согласно которым валюту можно продать и купить только в банках, считают, что такие меры приведут только к ухудшению ситуации. Конечно, я недоволен таким законом. За убийство дают 6 лет, а за обмен валюты могут дать 9. На рынок это повлияет отрицательно. Многие уйдут из бизнеса, а кто останется, будут работать только со своими друзьями или знакомыми. В принципе, уже сейчас так. Курс валюты на черном рынке поднимается значительно, потому что конкуренции станет меньше. Однако эксперты говорят, что черные валютчики, а их из обменных пунктов в этот бизнес перешло более 800 человек, все же влияют на ситуацию, хотя это и не является решающим фактором повышения курса. В первую очередь здесь виноват кризис и падение российского рубля, а экономика страны сильно зависима от доходов трудовых мигрантов в России. Более 300 тысяч наших мигрантов уже не поехали в этом году в Российскую Федерацию. Если они переводили, скажем, $500 в месяц, тогда это получается там огромнейшее, это порядка 2 миллиарда долларов в год. Значит, что дефицит, естественно, у нас идет оттуда, и потом и начинается спекуляция над этим уже внутри рынка Республики Таджикистан. Рост курса национальной валюты сильно ударил по частным предпринимателям. Продавцы на рынках винят банки. Доллары для закупок товаров за границей можно приобрести только по завышенным ценам, даже в коммерческих финансовых учреждениях. Также, говорят торговцы, проблемы возникают с погашением кредитов. Цены на товары менять нельзя, иначе не купят. Рассчитываться с банками приходится по растущему постоянно курсу, который выше официального в среднем на 10-15%. Очень тяжело. Я например, взяла в банке суду, доллар тогда был 495-500. Сейчас он уже 880-900. И они погашение берут не по нацбанковскому, а именно по уличным этим. По 850, по 860, по 870. Разные банки по-разному. Это очень тяжело. Например, у меня дом заложен. Если я не смогу, придется лишиться от квартиры, продать квартиру и отдать долги. Тянуть с таким вопросом долго не будут, поправки могут принять уже в ближайшее время, говорят эксперты. И тогда выяснится, как это повлияет на рынок валют. Кто окажется прав, черные менялы или главное финансовое учреждение страны? Динара. Спасибо, Анушервон.
Скандал вокруг реконструкции Бишкекской ТЭЦ, которая снабжает теплом и электричеством практически всю столицу Кыргызстана. Во время проверки гостехинспекции выяснилось, что китайские строительные компании, выигравшие тендер на реконструкцию ТЭЦ, проводят ее ремонт вслепую, не имея технических документов. С подробностями Адилет Бектурсунов. Снос трубы с ювелирной точностью. За считанные секунды 100-метровая махина с грохотом падает на землю. Реконструировать столичную ТЭЦ взялись прагматичные китайцы. Масштабная перестройка проходит впервые за последние 50 лет. Но стройка века под угрозой срыва. Инспекция нагрянула в самый неожиданный час. Проверяющий заявляет, подрядная компания строит с нарушениями. Следим за строительством, но дело в том, что проекта, как я вам еще раз говорю, адаптированного и прошедшего экспертизу пока на руках у нас нет. Китайцы строят объекты вслепую. Власти из-за сжатого срока разрешили подрядчикам вести строительство и проектирование одновременно. Параллельное проектирование очень сильно отстает от выполненных работ. Вы вот уже видите, уже как каркас уже сколько уже поднялся, а экспертиза проекта до сих пор еще нет. Когда строится такой объект, экспертиза здесь необходима просто. Потому что мы не можем доверять только одной китайской стороне. На реконструкцию проекта заложено почти 400 миллионов долларов. Пустить их в воздух значит поставить под угрозу работу станции. Старые котлы прослужили вдвое больше положенного срока. В сердце Бишкекской ТЭЦ ревут турбины. 11 котлов держат в тепле весь коммунальный сектор столицы. В зимний период станция работает на износ. ТЭЦ выдерживает повышенную электрическую мощность в связи с проблемами на каскаде Токтагульских ГЭС с отсутствием воды. Поэтому несет повышенную нагрузку, это 360 мегаватт. Теплоцентраль в основном работает на угле. Чтобы прожить в холодные месяцы в тепле, его нужно около 1 миллиона тонн. 3 года назад на столичной ТЭЦ прогремел еще один скандал, связанный с поставками из Казахстана радиационного угля. 600 тонн фонящего топлива по-прежнему хранится на изолированной территории. Одним из решений основным является это захоронение на пункте захоронения радиоактивных отходов в горнорудном комбинате КГРК. Основную долю угля сейчас везут из Казахстана, но после реконструкции ТЭЦ власти планируют сократить импорт. Запуск первого агрегата запланирован на лето следующего года. Ожидается, что мощность станции увеличится в 2 раза. Адилет Бектурсунов, Айбек Кулчуманов. В настоящее время Кыргызстан. Новое развитие получила история со скандальным роликом про девушек, лузгавших семечки в одном из городских парков Бишкека. Как стало известно, одна из героинь ролика попыталась покончить с собой. Об этом сообщила полиция города Ош. Напомним, что видео, где 2 девушки кидают шелуху от семечек прямо на тротуар в парке имени Ататюрка и настаивают на своей правоте, вызвал полемику и негативную реакцию в соцсетях Кыргызстана. Власти Бишкека даже завели дело по факту разбрасывания мусора в общественном месте. Вот этот наделавший шуму ролик. Есть дворники, которые должны это убирать. Им государство платит деньги. Они должны подметать и содержать в чистоте парк. Мы тут просто сидим и щелкаем семечки. И никого не лохуем. Что тут плохого? Сейчас известно, что врачи спасли жизнь девушки, которая хотела отравиться таблетками. Она находится в больнице. Есть версия, что она уехала из Бишкека в Ош, видимо, не выдержав давления, которое оказывали на нее пользователи соцсетей. Между тем, в самих соцсетях полемика вспыхнула с новой силой. И теперь пользователи бурно обсуждают, что стало причиной попытки самоубийства – стыд или травля. Правозащитная организация Freedom House признала Казахстан несвободной страной. Особо Казахстан критикует за атаки властей на независимых журналистов. Также международные правозащитники считают, что досрочные выборы в казахстанский парламент будут использованы как инструмент подавления любого инакомыслия. Об этом казахская редакция «Радио Свобода» побеседовала с директором проекта Freedom House Nations in Transit Нейтом Шенканом. Назарбаева попросил парламент объявить досрочные выборы. Большинство из нас, кто следит за событиями в Казахстане, знает, что мало что происходит без персонального решения и участия президента Назарбаева. Скорее всего, президент попросил парламент попросить его об этом. Но не думаю, что все это будет иметь успех, поскольку на самом деле это не выборы. Они нечестные, не свободные. В списке несвободных стран оказались практически все центральноазиатские республики. Абсолютно несвободными признаны Туркменистан и Узбекистан. Немногим лучшим ситуация в Таджикистане. Самой свободной из всех стран Центральной Азии была названа Республика Кыргызстан.
Далее в программе. Россия раскачивает внутриполитическую ситуацию в Германии, выводя в немецких городах на митинги против мигрантов бывших советских немцев. Германское правительство резко ответило на провокации. Нет никакой причины для того, чтобы использовать дело этой 13-летней девочки с целью спровоцировать внутригерманские дебаты. Фотографии 5-летнего афганского мальчика Муртазы в самодельной майке с номером Лионеля Месси взорвали интернет и попали во все выпуски мировых новостей. Не исключена встреча великого футболиста и его юного поклонника из Афганистана. Власти Германии резко отреагировали на беспрецедентную пропагандистскую кампанию по расшатыванию политической ситуации в этой стране, которую ведет Россия, используя сложившуюся ситуацию с мигрантами. В течение последних 2 недель российские СМИ распространяли фейковую историю про якобы изнасилованную выходцами с Ближнего Востока 13-летнюю девочку Лизу. К скандалу подключился и министр иностранных дел России Сергей Лавров, который подверг сомнению результаты немецкого расследования. И вот что ему ответил его германский коллега. Я удивлен. Нет никакой причины для того, чтобы использовать дело этой 13-летней девочки, следствие по которому продолжается в качестве политической пропаганды, с целью спровоцировать внутригерманские дебаты. Дебаты на тему миграции, которые и без того достаточно сложны. Одновременно с российскими телеканалами, которые раскручивали историю об изнасиловании русской девочки, в центре Берлина прошел крупный митинг, участниками которого стали немцы-выходцы из Советского Союза. Они требовали найти насильников. Германская пресса подозревает, что эти действия были синхронизированы, и подозрения только усилились после выступления главы российского МИДа Сергея Лаврова. Мы желаем Германии успехов и в том, чтобы справиться с тяжелейшими проблемами, вызванными мигрантами. Надеюсь, что эти проблемы не будут заметаться под ковер, и что не будет повторения случаев, как вот с нашей девочкой Лизой, когда новость о том, что она исчезла, очень долго скрывалась. Ясно, что девочка абсолютно точно недобровольно исчезала на 30 часов. И здесь должна торжествовать и правда, и справедливость. Очень надеюсь, что вот эти миграционные проблемы не будут вести к попытке политкорректно залакировать действительность в каких-то внутриполитических целях. Это было бы неправильно. Полиция Берлина настаивает на том, что никакого изнасилования не было. Об этом свидетельствуют данные многочисленных медэкспертиз и следственных действий. Она сказала нам, что была похищена и изнасилована несколькими мужчинами-мигрантами. Мы провели расследование и медицинскую экспертизу и не нашли этому подтверждения. В настоящее время ведется следствие. Сексуальные контакты, о которых нам известно, имели место до того, как девочка исчезла. И мы не знаем, что произошло в этот период, и мы проводим расследование. В ответ на заявление главы германского МИДа Штайнмайера, который попросил Россию не вмешиваться во внутренние дела Германии и не усугублять и так непростую ситуацию с мигрантами, к скандалу подключились российские сенаторы из Совета Федерации. Штайнмайер поставил в крайне неловкое положение массу, да что там, армаду германских политиков и правозащитников, без тени сомнения влезающих в любые резонансные ситуации, связанные с возможными нарушениями прав человека в России, как, впрочем, и в других странах, которые не являются германскими союзниками, влезающих, замечу, не на уровне вопросов, а в формате шумных манифестаций, грозных резолюций и прямого давления на российские следственные и судебные органы. В России продолжается бунт так называемых валютных ипотечников, людей, которые взяли кредит на покупку квартир в долларах и евро. Накануне они перекрыли одну из центральных московских улиц, чем вызвали транспортный коллапс. Протестующие вступили в столкновение с полицией, которая пыталась вытеснить их с проезжей части на тротуар. Вы как раз видите эти кадры. Что вы творите? Беги! Участники акции пытались отбивать своих товарищей у полицейских, но тем не менее несколько десятков человек были арестованы. Заемщики Дельта Кредит, вы готовы к переговорам на индивидуальных условиях? Нет! Я не слышу! Нет!
Перекрытию улиц предшествовала акция вестибюля одного из столичных банков. Валютные ипотечники категорически отказались обсуждать с банками реструктуризацию своих долгов поодиночке. После этого, собственно, они и начали перекрывать улицы в центре Москвы. На ситуацию с протестами валютных ипотечников обратили внимание и в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов. Признав существование данной проблемы, Песков при этом призвал не забывать, цитата, что это, получение кредита в иностранной валюте, был выбор и расчет тех людей, которые брали на себя обязательства именно на тех условиях, которые сейчас приводят к очень затруднительной ситуации. Черное небо над Красноярском. Экологический эксцесс, в котором один из крупнейших городов Сибири оказался этой зимой, продолжается. Запах гари, взвесь в воздухе и опасное содержание вредных веществ в атмосфере. Кто виноват в этой экологической катастрофе Красноярска, разбирался Дмитрий Еловский. За моей спиной один из самых известных и самых открыточных видов города Красноярска. Это часовня Параскевы Пятницы. По идее, этот вид должен быть знаком каждому россиянину, но и каждому, кто когда-либо держал в руках 10-рублевую купюру. Вот эта часовня. Но если посмотреть на город с другой стороны, то даже не каждый житель Красноярска его узнает. Над домами уже несколько недель висит плотный слой тумана и смога. В городе введен так называемый режим черного неба. Здесь даже дышать бывает трудно. Город на реке Енисей каждый день следит за сводками экологов и готовится к режиму ЧС. Ученые пока называют такую ситуацию режимом неблагоприятных метеоусловий. Красноярск и так один из самых загрязненных городов России, а тут еще и погода подвела. Сильные морозы, полный штиль и антициклон. В низменности, где находится город, кажется, что воздух просто застыл. Хуже всего приходится, как всегда, пожилым. А как спасаюсь? Дома сижу. Чем спасаюсь я? Чем можно спастись, если мне вот плохо и все? Вот. И дышать невозможно. Я свои не знаю, что мне. Горло это болит. Не знаем, как, к кому обращаться. Городские власти бьют тревогу, призывают народ почаще пересаживаться на общественный транспорт, носить маски. Основным загрязнителем считают ЦБК, местный целлюлозно-бумажный комбинат. Мол, там недавно нашелся огромный склад тлеющих опилок. Из-за него в городе не продохнуть. В данной ситуации по ЦБК ситуация, проблема обострилась. Здесь в первую очередь с бездействием руководителей ЦБК предприятия. Свои аргументы у активистов движения «Красноярск против». Пару лет назад у них уже был успешный опыт экологической борьбы. Они добились отмены строительства ферросплавного завода. А теперь вот борются за чистый воздух. В городе отсутствует современная система мониторинга за состоянием окружающей среды. Для того, чтобы установить источник, нужна мобильная лаборатория, как раз о которой мы сейчас активно в городе разговариваем. Правда, такая мобильная лаборатория все-таки есть. Находится она на спецстоянке и уже больше года не может начать работать. Нужно разрешение, сертификаты. Экологический десант пока увяз в бумажной волоките. А вот ученые говорят, что львиная доля загрязнений имеет самое простое и банальное происхождение. В Сибирском федеральном университете уже много лет следят за содержанием вредных веществ в воздухе. И черному небу там не удивлены. Причины его прозаичны. Не совсем экологичный транспорт частный, совсем не экологичный очень часто транспорт общественный и промышленный, и производственный. Это наши котельные, наше любимое печное отопление. Город-миллионник занимает второе место в России по количеству автотранспорта на душу населения. Своя машина есть практически у каждого второго взрослого. Желающих пересесть в маршрутку в 30-градусный мороз, мягко говоря, мало. Вот и все стоят в пробках. А котельни до сих пор работают не на национальном достоянии, а на угле. Пока в интернете собирают подписи к властям с требованием срочно принять меры, политики спешат обвинять друг друга в бездействии, а чиновники раздумывают над понижением тарифов на автобусы. Единственной надеждой горожан остается ветер. Похоже, пока только он может разогнать смог над Красноярском. Дмитрий Еловский, «Настоящее время», Красноярск.
Жители Беларуси с Нового года будут платить за газ и свет на 20% больше. Предыдущее повышение тарифов произошло всего месяцем раньше. Вместе с газом и электричеством тогда выросла стоимость отопления и горячей воды. Пересмотр тарифов на коммуналку входит в дорожную карту реформ, которые белорусское правительство реализовывает для получения кредита МВФ. И, как всегда, в первую очередь пострадали малоимущие и пенсионеры. Значит, вот эта штучка, она полетела, она очень часто ломается, почему-то через год выходит из строя. Вот я позвонил, мне сказали 600 тысяч, это 30, да, долларов. Запросто отдать такую сумму Игорь Александрович, как и многие другие пенсионеры, не может, даже ради возможности смотреть разные каналы. Лампочка у пенсионера в комнате всего одна, энергосберегающая. Игорю Александровичу приходится откладывать операцию на ноге. УЗИ не по карману. Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов. По белорусским меркам пенсия у Игоря Александровича чуть выше средней, около 130 долларов. Прежде была все 300, но девальвация белорусского рубля сводит на нет все индексации пенсии, которые происходят только по указу главы государства. За последний год пенсию подняли на 5,5%. Доллар вырос, как они сами декларируют, около 40%. Цены на социально значимые продукты, молоко, мясо, яйца и хлеб в Беларуси больше не контролируют с середины января. При этом последний раз повышение пенсии белорусы видели в сентябре прошлого года, накануне президентских выборов. А до того в ноябре 14-го. Концы с концами еле сходятся. Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарства, спрашивает, вам хорошее или дешевое? У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во 2 классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я что могу, я стараюсь. Впрочем, затягивать пояса потуже пенсионерам, похоже, не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье работать не позволяет. Власти же, в свою очередь, ясно дают понять, улучшений в ближайшее время не предвидится. Приоритеты на самом верху другие. Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит. Власти, но не простит одного, если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны. Анна Мызенко, Павел Подобед. Настоящее время. Минск. Фотография маленького поклонника футболиста Лионеля Месси буквально взорвала интернет. В середине января в сети появилось фото мальчика, на котором был надет полиэтиленовый пакет в виде майки с надписью на спине номера и имени нападающего Барселоны. Пользователи соцсетей так были тронуты этими снимками, что запустили общемировой флешмоб по поиску этого ребенка. Leo Messi jersey made out of a plastic bag. К поискам подключились почти все мировые телеканалы. Фото увидел и сам Месси и также обратился ко всем с просьбой найти малыша. И вот на днях стало известно, что мальчик нашелся в сельском районе Афганистана. Его отец простой фермер, и он не может позволить себе купить футбольную майку своему сыну. Но, возможно, теперь у юного фаната появится не только футболка, но и возможность встретиться со своим кумиром. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.